Приветствуем всех, братья и сестры. У нас сегодня проходит такое необычное служение. Sveicinām jūs visus brāļi un māsas. Šodien mums ir tāda neierastā dievkalpošana. Мы сейчас находимся в Финляндии, Mēs šobrīd atrodamies Somijā. и сегодня ночью Господь дал целое послание. Un šodien naktī Dievs deva veselu vēstījumu. Это конкретно опять предупреждение Konkrēts brīdinājums для церквей Латвии. Latvijas draudzēm. Примите вы его Pieņemsiet to или не примите. vai nepieņemsiet. Господь призывает его высвободить. Dievs aicina to atsvabināt. И мы молимся о том, Un mēs lūdzam par to, чтобы реально дух смирения, lai reāli samierinājuma gars, дух покаяния, grēku nožēla gars, дух любви mīlestības gars просто прикоснулся к вашим сердцам, vienkārši pieskartos jūsu sirdīm, чтобы хотя бы 100 человек, lai kaut 100 cilvēku, хотя бы 2 услышали это послание kaut 2 izdzirdētu šo vēstījumu и смогли донести эту весть многим. un aiznest šo vēsti daudziem. Господь да благословит вас. Lai Dievs jūs svētī. Аминь. Amen. Я буду по порядку читать. Дух Святой Es pēc kārtas lasīšu, svētais gars давал мне места Писания к откровениям. man deva rakstu vietas atklāsmē. Отнеситесь к этому серьезно, Izturēties pret to nopietni, невзирая на лица, neskatoties uz sejām, слухи, сплетни. baumām un klačām. Слушайте Святой Дух. Klausieties svēto garu. Это конкретно предупреждающее послание. Tas ir konkrēti brīdinošs vēstījums. И сейчас идет пост за Латвию. Un šobrīd iet gavēns par Latviju. Кто участвует в нем, знает. Kas piedalās, tad zina. Пост начался с 1 июля, Gavēns sākās 1. jūlijā, и он фактически до конца этого года. un viņš faktiski līdz gada beigām. И Господь любит нас, Un Dievs mūs mīl, и Он всегда предупреждает свой народ. un viņš vienmēr savu tautu brīdina. Что вы изберете? Ko jūs izvēlēsieties? Жизнь Dzīvību или смерть духовную? vai garīgu nāvi? Это ваш выбор. Tā ir jūsu izvēle. И за выбор каждого из вас вы будете отвечать. Un katrs par savu izvēli atbildēsiet. Последнее время я слышу, Pēdējā laikā es dzirdu, что в Латвии говорят различного рода пророки. ka Latvijā runā dažāda veida pravieši. Но то, что я слышал, Bet tas, ko es dzirdu, что они это так умощают, ka viņi to visu tādu saldina ласкательствами, ar pielīšanu, такими хорошими словами. labiem vārdiem. И фактически Un faktiski я мало кого слышу, кто говорит истину. maz dzirdu tos, kas runā patiesību. И Дух Святой это подтверждает внутри меня. Un svētais gars manī to apstiprina. И я еще раз прошу, перед тем, как слушать это послание, Un vēl vienreiz es lūdzu, pirms jūs klausties šo молитесь vēstījumu, серьезно, lūdziet nopietni, невзирая на лица. neskatoties uz sejām. Господь всегда хочет явить свою любовь. Dievs vienmēr grib parādīt savu mīlestību. Даже самым жестоковыйным. Pat viscietsirdīgākajā laikā Будьте благословены. esiet svētīti. Я с любовью живого Бога, Es ar dzīvā Dieva mīlestību, Отца, Tēvu, во имя Его Сына Ишуа, viņa dēla Iešua vārdā, высвобожу то, что Он доверил мне сказать. atbrīvošu to, ko viņš man ir uzticējis pateikt. Резус-фактор Rēzus faktors конфликтного состояния konflikta situācijā между церквями Латвии caur starp Latvijas draudzēm приносит в саму страну atnes uz pašu zemi отвержение atstumtību к любому виду вероисповедания. pie jebkāda veida ticības izpaušanas. То есть отвержение происходит среди католиков,
Tas nozīmē, ka лютеран, atstumtība notiek starp katoļiem, luterāņiem, харизматов, harizmātiem, пятидесятников, vasaras svētkiem, баптистов, baptistiem, адвентистов. adventistiem. Вы понимаете, о чем я Jūs говорю? saprotat, par ko es runāju. Из-за прямого расхождения истины от меня, говорит Господь. Tas ir no tiešas patiesības attiešanas no manis, saka Dievs. Сейчас я немножко остановлю это откровение и скажу вам, что такое резус-фактор и какое мне дал понимание насчет этого Дух Святой. Šobrīd es mazliet apstāšos un pateikšu, kādu man saprašanu deva par šo rezus faktoru Dievs caur savu atklāsmi. Когда у супругов Kad laulātajiem рождается ребенок, piedzimst bērns, то, что за резус-фактор, tas вот par именно rezus за это faktoru, откровение. tieši par šo atklāsmi. Конфликт происходит не между супругами, Konflikts nenotiek nevis starp а laulātajiem, между матерью и ребенком. bet starp māti un bērnu. Если эритроциты плода Ja augļa eritrocīti попадают в кровоток матери, nonāk mātes asinsritē, при родах выкидыши, выкидыш, bērna, tas ir или процедурах, pie dzemdībām vai procedūrām, ее иммунная система viņas imūnā sistēma воспринимает их как чужеродные pieņem to kā ne savu, и начинает вырабатывать антитела. kaut ko svešu un sāk izstrādāt antivielas pret bērnu. Это ведет к развитию болезней новорожденных, анемии Tas noved jaundzimušo pie slimībām, pie anēmijas, и кислородному голоданию ребенка. un bērnam trūkst skābeklis. Что здесь Господь конкретно вам говорит, Церкви Латвии, за резус-фактор? Ko konkrēti Dievs draudzēm Latvijā За saka par конфликтное Jēzus- состояние. par šo konfliktu situāciju? Как это не печально, Cik tas nebūtu bēdīgi. но большинство церквей Латвии просто игнорируют. Lielākais vairums Latvijas draugu ignorē. Некоторые даже пренебрегают Daži pat necienīgi izturās прямым вмешательством Духа Святого svētā gara tiešai iesaistē в ваших жизнях и ваших церквях. jūsu dzīvēs un jūsu draudzēs. Некоторые из вас Daži no jums осмеливаются говорить, pat uzdrošinās runāt, что их ведет Святой ka Дух, viņus ved svētais gars. но Бог смотрит на это совсем иначе. Bet Dievs uz to skatās citādāk. И Он говорит, что большинство из вас, Viņš saka, ka vairums no jums, вы совершенно не имеете познания jums vispār nav saprašanas о Его Святом par Духе. viņa svēto garu. Я скажу, может, сейчас необычное откровение для кого-то из вас, Es šobrīd varbūt pateikšu nepierastu atklāsmi, но давно Дух Святой мне открывался, bet svētais gars man atvēra, как святая мама. kā atvērās kā svētā mamma, И у вас происходит конфликт un jums notiek konflikts среди ваших церквей. caur starp jūsu draudzēm. И Дух Святой не может, Он не может разродиться внутри вас или дать вам что-то хорошее. Un svētais gars nevar jūsu starpā piedzimt У un вас dot ko labu. Постоянно происходит духовный выкидыш, Jums pastāvīgi notiek аборты. garīgie aborti. Многие из вас просто абортируют пророческое служение. Daudzi no jums vienkārši abortē pravietisko kalpošanu. И если многие из церквей Латвии не придут к покаянию, Un ja daudzas draudzes Latvijā neatnāks pie grēka nožēlas, вас ждут очень печальные катастрофы. jūs gaida bēdīgas katastrofas. Бог будет вас судить. Dievs jūs sodīs. Сейчас наступает время по всему лицу земли, Šobrīd sākās laiks pa visu zemi, что Бог будет судить церкви, kā Dievs sodīs draudzes. если вы не откроете свои сердца Ja jūs neatvērsiet savus в sirdis покаянии перед Богом. grēku nožēlē Dievu priekšā, Бог никому не позволит Dievs nevienam neatļaus допускать духовные аборты, pieļaut garīgos выкидыши, bērnu izmešanu, духовную анемию, garīgo anēmiju, духовное голодание. garīgo badu.
Из-за того, что многие из вас строят свои служения, No tā, ka daudzi ceļ savas kalpošanas, где совершенно нету славы Божьей. kur pilnībā nav Dieva slavas. В одной из самых больших церквей Латвии Vienā no lielākajām Latvijas draudzēm проводят обширные концерты, notiek vieni koncerti. вкидывают туда бесконечное количество денег. Iegrūž tur milzīgas naudas summas, Но Бог говорит, меня нету там. bet Dievs saka, manis tur nav. И я высвобождаю вам это послание, я чувствую, как скорбит сердце Отца. Un es atbrīvojot šo te vēstījumu, es jūtu, kā skumst Dieva tēva sirds. И Дух Святой призывает меня сказать вам, Un svētais gars man aicina teikt jums, откройте ваши слова для любви, atveriet savus vārdus mīlestībai, покайтесь. nodžēlojiet grēkus. Осталось совсем немного времени. Palicis ļoti maz laika, И Бог будет сильно и серьезно судить церкви Латвии. un Dievs nopietni sodīs Latvijas draudzes. И дальше Господь мне говорил, Un tālāk Dievs man teica, я дам тебе целое послание к церквям Латвии, es došu tev veselu vēstījumu Latvijas draudzīm, после которого, pēc kura, когда я начну изливать kad es sākšu izliet мои суды на церкви Латвии, savus sodus par Latvijas draudzēm, никто уже не скажет, neviens jau nepateiks, что не знал или не слышал. ka nedzirdēja vai nezināja. Потому что я сам Господь Tāpēc, ka pats Dievs, es сделаю так, izdarīšu tā, что мое послание ka mans vēstījums будет услышано многими церквями Латвии. būs dzirdams daudzām Latvijas draudzēm. И я скажу моим людям, Un es pateikšu maniem cilvēkiem, чтобы они распространяли это слово lai viņi izplat šo vārdu для предупреждения, par brīdinājumu, что суды мои посетят церкви Латвии. ka mani sodi apmeklēs Latvijas draudzes. Особенно те церкви, Īpaši tās draudzes, которые отвергали чистоту kuras atgrūda tīrību и праведность un taisnību моего пророческого слова. manam pravietiskajam vārdam. И я буду говорить, Un es runāšu. и ты, сын мой, говори, Un tu, dēls, mans runā. и не бойся и не страшись Un nebaidies. жестоковыйности, жестокости сердец Cietsirdību и жестокосердия, сердца, un sirds cietību. многих упертых Daudz spītīgos в своем догматизме, savās dogmās, религии, reliģijā, церквей Латвии. Latvijas draudzēs. Ибо я творю Jo es radu твой лоб tavu pieri крепче их лбов, наполненных догматизмом, stiprāks par viņu pierēm, kas ir piepildīts ar dogmām, своих церковных уставов. savos draudžu likumos. Аминь. Amen. И дальше Дух Святой мне давал места из Писания. Un tālāk svētais gars man deva. Я сейчас зачитаю с оригинала, Es lasīšu no oriģināla. с Танаха. No Tonaha. Книга пророка Иезекииля, Ecehiela grāmata. Ехескеля на иврите. 3 глава. 3. nodaļa. Ecehiela. Ибо не к народу, ибо не к народу, Ne pie tautas, с невнятной речью, и непонятным языком ты ar послан, nesaprotamu valodu tu esi sūtīts. но к дому Израиля, Bet no Izraēla nama то есть Господь посылает к церкви, Dievs sūta pie draudzes. не к народам многим, Ne pie daudzām tautām, с непонятной речью ar nesaprotamu и runu непонятным языком, un nesaprotamu valodu. слов которых ты не поймешь. Vārdus, kurus tu nesapratīsi. Если бы к ним Ja pie viņiem я послал тебя, es tevi sūtītu, они послушались бы тебя. viņi tevi klausītu. А дом Израиля Bet Izraēla nams не захочет слушать тебя. negribēs tevi dzirdēt.
ибо они не хотят слушать меня. jo viņi negrib mani dzirdēt. Господь конкретно говорит, что церкви Латвии в своем большинстве Dievs konkrēti runā, ka Latvijas draudzes savā vairumā вы не хотите слышать Господа. jūs negribat dzirdēt Dievu, Вы спорите, jūs strīdaties, упираетесь esat spītīgi и говорите, что вы слышите. un runājat, kas Но jūs Бог говорит, это не так. bet Dievs saka, tā tas nav. Ибо весь дом Израиля, Ja viss nams Izraela, то есть почти все церкви Латвии, gandrīz visas Latvijas draudzes крепколобые ir cietpierīgi и жестокосердные. un cietsirdīgi. Вот я сделал лицо твое крепким Lūk, es darīju tavu pieri stipru против их лица, pret viņu pierēm. и лоб твой Un tava piere крепким против их лба. stipra pret viņu pieri un seju. Как алмаз, Kā dimants, крепче камня. kas ir stiprāks par akmeni. Я сделал лоб твой, Es tavu pieri padarīju, не бойся их, nebaidies viņus и не устрашись лица их, un nebaidies no viņu sejām, ибо мятежны они. jo viņi ir dumpinieki. И он сказал мне, Un viņš teica man, Сын человеческий, cilvēka dēls, все слова мои, visi mani vārdi, которые skажу тебе, kurus tev teikšu, прими в сердце твое pieņem savā sirdī и ушами твоими выслушай. un savām ausīm izklausies. Вот такое я получил слово Tādu es saņēmu через vārdu Святое Письмо. caur svētiem rakstiem. И моя святая, просто мой святой долг высвободить вам это слово. Un man svētais pienākums ir atbrīvot šo И vārdu. дальше я буду продолжать говорить. Un tālāk es turpināšu runāt. В течение всей ночи говорил мне Господь. To, ko man visas nakts garumā runāja Dievs. Деяния. Apstu darbi. Глава 14, 14. nodaļa. стих 22. 22. pants. Утверждая души Nostiprinot, так, stiprinādami mācekļu dvēseles учеников, un увещевая пребывать в вере pamācītam palikt ticībā, и поучая, un ka caur daudz bēdām mums что многими скорбями jāieiet Dieva valstībā. надлежит нам войти в Царствие Божие. И вот следующее откровение по этому поводу. Господь напоминает, Nākošais atklāsums šī sakara dēļ Dievs atgādina, что ни у кого не будет легкого пути, ka nevienam nebūs viegls ceļš. обычных воскресных служений, Parastās svētdienas dievkalpojumi, болтовни pļāpas и просто праздной жизни. un vienkārši svinīga dzīve. Он говорит конкретно, Viņš runā konkrēti, что многими скорбями ka daudzām bēdām нам надлежит войти в Царство Божье. mums nāks ieiet Dieva valstībā. То есть каждому из нас Tas nozīmē, ka katram придется стать настоящим учеником atnāks laiks и kļūt par нести свой крест, īstu mācekli un nes savu krustu, если ты хочешь ja tu to gribi, войти в Царство Бога. ieiet Dieva valstībā. Люди, Cilvēki конкретно одержимые konkrēti, kuri ir apsēsti этикетом ar etiķeti, религиозного пробуждения reliģiozās atmodas, в своей стране, par reliģiozo atmodu savā valstī, в своем большинстве savā vairumā, не имеют совершенно absolūti nav никакого почтения nekādas cieņas к моему Святому Духу manam svētajam garam и приглашают его туда, un aicina viņu tur, где я его не посылал, kur es viņu nesūtu, его, viņu, и не говорил через него,
un nerunāja caur viņu. Там, где они проповедуют о пробуждении, Tur, kur viņi runā par atmodu, не говоря о том, nerunājot par to, что многими скорбями ka daudzām bēdām, надлежит войти в мое царствие. caur daudzām bēdām nāks ienākt manā valstībā. И некоторые из них Un daži no viņiem несут ересь, nes murgus, ложь, melus о скором восхищении par drīzu Jēzus atnākšanu церкви, draudzes, не совершая nepiepildot истинного течения веры предо мной. patieso ticības plūdu manā priekšā. Демонология, Demonoloģija, проповедующая kas sludina в церквях Латвии Latvijas draudzēs о пробуждении par atmodu и скором восхищении церкви, un drīzu draudzes paņemšanu, ведется с церковных кафедр, notiek no kancelēm, высвобождая напрямую учение бесов, atbrīvojot besu kalpošanu, которые поставлены для тех, kuri nolikti priekš tiem, кто не имеет kam nav совершенно взаимоотношений с моим Святым Духом. dzīves attiecības ar manu svēto garu И выстраивает собственные un izliek savus эпитеты etiķetes своей человеческой славы savai cilvēcīgai slavai и значимости. un nozīmei. Амен. Amen. Можешь открыть 18-й псалом. Тегелим, псалом, псалтырь в оригинале, это звучит как 19-й псалом. Oriģinālā tas ir 19. psalms. С 5 стиха. Un arī latviešu valodā tas ir 19. psalms. С 5 No 5. и последний 12. Līdz 12. ieskaitot. Над всей землей Так, прочитаю я потом. Над всей землей раскинулось здание их. И в конце вселенной слышатся их слова. Для солнца поставил шатер он в них. И оно, словно жених, из-под балдахина выходит, радостное, словно герой, бежать в путь дорогу. Из края небес появление его, и оборот его по оконечностям их, и ничто не спрячется от жара его. Тора Бога, верх совершенства, возрождающая душу, свидетельство Бога, надежно умудряющее неразумного. Повеления Бога прямые, веселящие сердце, заповедь Бога ясна, освещает очи. Боязнь Бога чиста, пребудет вовек установление Бога, истина, праведны, все как одно. Желанны они больше злата и даже множество червоного золота, и слаще меда они, и даже того, что сочится из сот. И раб твой осмотрителен с ними, в их соблюдении. В их соблюдении вознаграждение великое. Tak. Tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to pausmi līdz zemes galiem. Saulē viņš darināja telti, tā līdzīga līgavainim, kas iziet no savām telpām. Tā priecājas kā varonis, lai dotos nospraustajā ceļā. Vienā debes malā tā sāk savu gaitu apkārt, līdz tai pašai malai tā to nostaigā, un nekas nepaliek apslēpts no tās svelmes. Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu.
Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecināmais medus no šūnām. Arī tavs kalps no tiem gūst pamācību, jo kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela alga. И дальше я прочту следующее место Писания перед тем, как прочесть следующее откровение. И Tālāk es lasīšu nākošo rakstu vietu pirms atklāsmes. книга Малахии. Malahijas grāmata. В синодальном переводе это 4 глава, Sinodālajā tulkojumā tā ir 16 стиха 4. nodaļa, 16. pants. по 21. В оригинале это книга Малахи, но там только 3 главы. Это в синодальном 4 главы. Malahijas grāmatā tikai Там 4 глава в синодальном, но можно ее найти в 3 главе в оригинале. var atrast. Но тогда же говорили между собой боящиеся Бога, каждый своему ближнему, и прислушался Бог, и услышал, и было записано в памятную книгу пред Ним, для блага боящихся Бога и для блага размышляющих об имени Его. И будут они для меня, сказал Бог воинств, приберегаемы на день, который сделаю я, самым дорогим, и сжалюсь я над ними, как жалеет человек своего сына, который служит ему. И вернетесь и увидите различия между праведником и нечестивцем, между несущим службу всесильного и тем, кто никогда ему не служил. Ибо вот день наступает пылающий, словно печь, и станут соломой все злодеи, все творящие преступления, и сожжет их дотла тот наступающий день, сказал Бог воинств, который не оставит им ни корня, ни ветви. Оно засияет для вас, боящиеся имени моего, солнце милости, несущее исцеление своими лучами, и выйдете вы, и станете тучными, словно тельцы в стойлах, откормленные, и выжмете сок. Сейчас переводчик на латышский Да. переведет. 16. pants, līdz kuram. Bet tie, kas bīstas Dieva, savā starpā mierina cits citu. Tas kungs visu dzird un ievēro. Un viņa priekšā ir rakstīts piemiņas grāmata tiem, kas to kungu bīstas un domā par viņa vārdu. Tai dienā saka tas kungs Cebaots, ko es izraudzīšu, viņiem būs būt manam īpašumam, un es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo. Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo, un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas viņam nekalpo. Jo redzi, nāks diena, kas kvēlos kā karsti nokurināta krāsns, tad visi pārgalvīgie nievātāji un ļaundari būs kā rugāji, un šī nākamā diena tiem pielaidīs uguni, saka tas kungs Cebaots, un neatstās no viņiem pāri ne saknes, ne stiebrus. Bet jums, kas jūs manu vārdu bīstaties, uzlieks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas, un jūs iziesit un lēkāsiet kā barojamie teļi. Jūs samīsiet bezdievīgos, jo viņiem būs kļūt par pīšļiem zem jūsu kājām tai dienā, kuru es būšu nolicis, saka tas kungs Cebaots. Atcerieties, Mūzus mana kalpa likumus, ko es viņam kādreiz pavēlēju izveidot, visa Izraēla labā Horeba kalnā, kopā ar visiem likumiem un tiesām. Redzi, es sūtīšu pie jums pravieti Ēliju, iekams nāks tā kunga lielā, šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu. И теперь прочти, пожалуйста, Римлянам 11 главу на латышский.
Romiešiem 11. Это все nodaļa. к дальшим откровениям, которые я буду читать, вы Tas поймете. viss ir par nākamo atklāsmi. Полностью все. Jā. Pēc visa tā es jautāju, vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Nepavisam ne, jo arī es esmu izrēlietis, Ābrahāma dzimums, Benjamīna cilts. Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš bija izredzējis. Jeb vai jūs nezināt, kas rakstīts par Ēliju? Kā viņš apsūdz Izraēlu dievam? Kungs, tavus praviešus viņi ir nokāvuši, tavus altārus izpostījuši, tā ka es viens esmu palicis, un nu tie tīko pēc manas dzīvības. Bet ko viņam atbild Dieva balss? Es esmu sev atlicinājis 7000, kas sevus ceļus nav locījuši Bāla priekšā. Gluži tāpat arī šī laikā ir palicis pāri mazs atlikums pēc žēlastības. Bet ja pēc žēlastības, tad vairs ne no darbiem, citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Kas no tā izriet? Pēc kā Izraels tiecas, to viņš nav sasniedzis, tikai Dieva izvēlētie to ir sasnieguši, bet pārējo sirdis ir tikušas apcietinātas. Kā ir rakstīts, Dievs viņiem devis truluma garu, acis, lai tie neredzētu, un ausis, lai tie nedzirdētu, līdz pat šai dienai. Un Dāvids saka, viņu bagāti klātais galds viņiem kļūs par slazdu un cilpu, par krišanas un soda iemeslu. Viņu acis tiks aptumšotas, ka viņi vairs neredzēs, un viņu muguras būs saliektas vienmēr. Es jautāju tālāk, vai viņi paklupuši, lai ietu bojā? Nebūt ne. Ar viņu apgrēcību pestīšana nākusi pie pagāniem, lai viņus mudinātu uz sacensību. Bet ja jau viņu apgrēcība ir pasaulē ieguvums un viņu iztrūkums ieguvums pagāniem, cik daudz vairāk viņu pilnais skaits? Jums es to saku pagāniem, tā kā esmu pagānu apustulis, es turu godā savu darbu, cerēdams mudināt uz sacensību savus ciltsbrāļus un dažus viņu starpā glābt. Jo ja jau viņu atmešana devusi pasaulē salīdzināšanu, ko citu dos viņu pieņemšana kā dzīvību mirušajiem? Ja jau pirmais gūms ir svēts, tad arī visa mīkla, un ja sakne ir svēta, tad arī zari. Bet ja nu daži zari izlausti, un tu, meža eļas koka atvese būdams, esi uzpotēts viņu vietā un dabūjis daļu pie eļas koka saknes un taukuma, tad nelielies zaru priekšā, bet ja lielies zini, ne tu nesi sakni, bet sakne nes tevi. Tu varbūt iebildīsi zari izlausti, lai es tiktu uzpotēts. Pareizi savas neticības dēļ tie izlausti, bet tu turies uz savu ticību. Tāpēc neesi iedomīgs, bet pilns bijības, jo ja Dievs nav taupījis dabīgos zarus, viņš arī tevi netaupīs. Redzi šeit kopā Dievs, laipnību un bardzību. Bardzību par tiem, kas ir krituši, laipnību pret tevi, ja tu tikai paliksi uzticīgs šai laipnībai. Citādi arī tevi izcirtīs. Viņi turpretīm, ja viņi nepaliks savā neticībā, tiks iepotēti, jo Dievs viņus spēj atkal iepotēt. Jo ja tu no sava dabīgā celma, meža eļas koka esi izcirts un pret savu dabu esi iepotēts dārza eļas kokā, cik daudz vieglāk šie, kas pēc savas dabas jau viņam pieder, var tikt iepotēti savā pašu eļas kokā. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri. Proti, ka vienai Izraēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Un tā viss Izraēls tiktu glābts, jo ir rakstīts, no Ciānas nāk glābējs, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Un šī būs mana derība ar viņiem, kad es dzēsīšu viņu grēkus. Pēc evaņģēlija viņi ir ienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izvēles Dieva mīļoti tēvu dēļ, jo neatceļamas ir Dieva žēlstības dāvanas un viņa aicinājums. Jo kā jūs kādreiz esat bijuši nepaklausīgi Dievam, bet tagad viņu nepaklausības dēļ
esat piedzīvojuši žēlastību. Gluži tāpat viņi tagad kļuvuši nepaklausīgi jūsu apžēlošanas labā, lai pēc tam paši tiktu apžēloti. Tā Dievs it visus pakļāvis nepaklausībai, lai pār visiem apžēlotos. Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotamas viņa tiesas un cik neizdibināmi viņa ceļi. Kas gan ir izpratis Dieva prāta, kas ir bijis viņa padoma devējs, jebkas viņam ko iepriekš devis, par ko nāktos atmaksa, no viņa, caur viņu, uz viņu, visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi. Āmen. И прочту в синодальном. Un sinodālajā izlasīšu. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин, от семени Авраама из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, или не знаете, что говорит Писание и повествование об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божественный божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами, петлею и возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения, спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирения мира, что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и цело, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим и благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные корни привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги для вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания непреложны,
как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. И сейчас я прочту по поводу того, что мы освобождали, и Es šobrīd izlasīšu Tānijas sakarā, ko mēs atbrīvojam. наша благословенная сестра переводила на латышский. Mūsu svētītā māsa latviski tulkoja. Здесь у меня даже есть и по-украински, с украинской Библией, но я уже читать не буду. Ir arī ukraiņu valoda, bet es jau nelasīšu tagad. Ночью очень хорошо изучать Писание. Bet ir ļoti labi dažādās valodās. to. Как мне, святому, не бить вас в церкви Латвии? Kā man svētajiem nesist pa Latvijas draudzēm? Если моя Тора для вас стала ветхой, Ja mana tora priekš jums ir kļūsi, и мой закон жизни стал для вас неприемлемым. un mans dzīvības likums ir kļuvis jums nepieņemams. Это то, что я вам читал из псалмов. Tas, ko es psalmos. Как вы можете Kā jūs varat не видеть славы моего солнца? neredzēt manas slavas Там в sauli? псалме было из-за Psalmos солнца. bija par sauli. Которая, когда придут суды мои, Kura, kad atnāks man tiesa, будет палить вашу землю зноем. lies jūsu zemi ar karstumu. И когда будут лютые морозы, Un kad būs sali, оно не даст вам тепла nedos jums siltumu своего. savu. Если вы не принимаете солнце, Ja jūs nepieņemat sauli, правды от меня, taisnības sauli no manis, истины, patiesības, моего золотого manu zeltu, и вечного Евангелия. mana zelta un mūžīgo evaņģēliju, Погромче. mūžīgo evaņģēliju, В котором я Тора kurā es esmu Tora и мой сын, un mans dēls, в котором мой Танах, kurā ir mans где, Tanaks, где слава моих пророков, kur ir manu praviešu slava, открывается во все времена. atverās visos В laikos моем сыне Ишо, manā dēlā Ješua, где Новый Завет. kur jaunā derība, Это вечная истина, tā ir mūžīgā patiesība. водительство моим Святым Духом. Mana svētā gara vadība. Как вы не любите того Израиля, Kā jūs nemīlat to Izraēlu, через которого вы услышали caur kuru jūs dzirdējāt о моем сыне Ишо, par manu dēlu Ješua, или не знаете, vai nezināt, что я послал его прежде всего ka es atsūtīju viņu pirms visiem, для спасения Израиля. lai glābtu Izraēlu, И в этом есть вся моя Тора, un tanī ir visa mana tora, и Танах, un Tonaks, и Новый Завет, un jaunā derība, где вы язычники, kur jūs pagāni, вкусившие истину baudījuši patiesību и познавшие пути, un iepazinuši ceļus, которые я дал Израилю, kurus es devu Izrēlam, превознеслись над ним esat paaugstinājušies pār viņiem и поставили себя un nolikuši sevi во главе ваших церквей, savu draudžu vadībā и ваших консервативных, un jūsu konservatīvos, религиозных симпозиумов, reliģiozos simpozijos, где нету совершенно kur absolūti покаяния за Израиль nav grēka nožēls par Izrēlu и сокрушения сердец un sirds pazemošanās за отсутствие моей шехины, par manas klātbūtnes nesamību и моей настоящей славы un manas patiesās slavas в ваших церквях, jūsu draudzēs. отсутствие любви к первенцу, Mīlestības nebūšana pret pirmdzimto, моему Израилю, manu Izrēlu,
где вы говорите о любви, kur jūs runājat par mīlestību, но ее нет в ваших сердцах bet tās nav jūsu sirdīs и в ваших жизнях. un jūsu dzīvēs. И я могу доказать вам это. Un es varu jums to pierādīt. Но как? Bet kā? Если вы постоянно спорите со мной, Ja jūs visu laiku strīdaties ar mani, кто дал вам право kas deva jums tiesības делать с меня религиозные иконы darīt mani par reliģiozu и ikonu пустословные молитвы un tukšvārdīgas lūkšanas с упоминанием имени моего в суе? ar mana vārda pieminēšanu? Или разве мой сын Vai mans dēls отменял закон, atcēla likumu, данный моему первенцу Израиля? kas dots manam pirmdzimtajam Izrēlam? Амен. Amen. То есть Господь здесь конкретно вам обращение говорит церкви Латвии, что ваша любовь к Израилю – это слова. Это Dievs konkrēti saka Latvijas draudzēm, ka jūsu mīlestība pret Izraēlu tie ir tikai vārdi. пустословные молитвы. Tās ir tukšas lūkšanas. Бог видит гораздо глубже в ваши сердца. Dievs redz daudz dziļāk jūsu sirdīs. Он вас призывает конкретно к покаянию. Viņš jūs aicina uz За Израиль. konkrētu grēka nožēlu par Izraēlu. Теперь дальше. Tālāk. Иезекииля, 22 глава. Ecehiela 22. nodaļa. Девятнадцатый стих и последний 28. 19. un pēdējais 22. 28. Сын человеческий, стал для меня дом Израиля окалиной, все они медь и слово, и железо, и свинец внутри горнила. Окалиной на серебре стали они. Посему так сказал Господь Бог, за то, что вы обратились все вы в окалину, за это вот я собираю вас внутри Иерушалаима, собрание серебра и меди, и железа, и свинца, и олова внутри горнила собранное, чтоб раздуть над ним огонь и расплавить. Так я соберу во гневе моем и в ярости моей, и брошу и расплавлю вас. И соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь внутри него. Подобно плавлению серебра в горниле, так будете расплавлены вы внутри него, и узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас. И было слово Господне ко мне сказано: Сын человеческий, скажи ей, ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу. Душу они пожирали, сокровища и драгоценности забирали. Число вдов ее умножали среди нее. Священники ее нарушают Тору мою и оскверняли святыни мои меж святым и обыденным. Не делали различия и меж нечистым и чистым не указывали различия. И от суббот моих отвратили глаза свои. И я подвергался осквернению среди них. То есть Господь вам конкретно говорит в церкви Латвии, что Господь среди вас подвергался осквернению. Это Dievs jums konkrēti saka Latvijas draudzīm, ka Dievs jūsu vidū ir призыв к конкретному покаянию. Князья ее внутри нее, подобно волкам, терзают добычу, дабы пролить кровь, погубить души, чтобы насытить корысть свою. А пророки ее обмазывают для них негодной замазкой, прорицают пустое и ворожат им ложное, говорят, так сказал Господь Бог, а Бог не говорил. Tātad no 19. 18. Tā. Aha. Cilvēka bērns, Izraēla nams ir man palicis par izdaģiem. Tie visi ir kā varš un alva, kā dzels un svins ceplī. Tie ir palikuši par sudraba izdaģiem. Tādēļ tā saka tas kungs, tāpēc, ka jūs esat palikuši par izdaģiem, tad redzi, es jūs sapulcēšu Jeruzalemē. Un kā sudrabu un vāru, dzelzi, svinu un alvu kopā liek ceplī, un tad tā kurina uguni, lai šis maisījums kustu. Tā es savas dusmās un savā bardzībā ņemšu jūs un likšu jūs kopā ceplī kausēšanai.
es jūs sapulcēšu un iešķilšu pret jums savu dusmu uguni, un ka jūs tanī izkūstat. Kā sudrabu kausē ceplī, tā jūs tur kausēs, lai jūs atzīstat, ka es, tas kungs, esmu izlējis savas dusmas pār jums. Tad atkal pār mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka bērns, saki tai, tu esi kā zeme, kas nav slacināta, kur lietus nelija dusmības dienā. Tās valdnieki bijuši kā rūcēji un laupījuma kārīgi lauvas. Tie norījuši cilvēku dzīvības, salaupījuši bagātību un mantu, tie vairojuši tur atraitņu skaitu. Tās priesteri pārkāpuši manu bauslību, tie tiek novārtā to, kas man svēts. Tie neatšķir svēto no nesvētā un nemāca atšķirt šķīsto no nešķīstā. Tie neievēro manas svētās dienas. Es neesmu vairs viņu vidū tas svētais. Tās dišciltīgie pārējo starpā ir kā plēsīgi vilki. Aiz mantkārības tie izlej asinis un iznīcina cilvēku dzīvības. Bet tās pravieši apmet visu to ar kaļķu javu, tiem stāstīdam par aplamām parādībām, sludina tiem melus, apgalvodami, tā saka Dievs, tas kungs. Kaut tas kungs to nav sacījis. Kaut tas kungs to nav sacījis. 28, да? Аминь. Да. И дальше я Да. прочту места Писания, дальше дочитаю места с Писания, чтобы Lasīsim, прочесть следующее откровение. Rakstu vietas, lai nākošo atklātu. Иакова 2 глава. Не надо, ты так переводи. Берегитесь, Sargieties, чтобы не забыть вам союза. lai neaizmirstu. Нет, сейчас, извините. Так говорите Tā sakiet, и так поступайте, un tā arī rīkojiet. как имеющие быть судимы Kā, kas esat sodīti по закону свободы. pēc brīvības likuma, Ибо суд без милости, jo sods bez не оказавшему милости, neparādot mīlestību, милость превозносится над судом. žēlastība ir augstākā par sodu. И дальше, я не указал тут места из Писания, Es tālāk это с nevaru. Танаха. Берегитесь, Sargieties, чтобы не забыть вам союза Иеговы, lai neaizmirstu jums Jehovas savienību, Элохим вашего, jūsu Elohima, который Он kuru viņš заключил с вами, ir noslēdzis ar jums, и чтобы не сделать себе статуи, un lai netaisītu sev statujas какого-либо образа, kāda attēla veidā, что запретил тебе Иегова, ko tev ir aizliedzis Jehova, Элохим твой. Elohims tavs, Ибо Иегова, jo Jehova, Элохим твой, tavs Elohims, огонь пожирающий. ir uguns, kas aprī. Он Элохим-ревнитель. Viņš ir greizsirdīgs Elohims. Многие из вас в церкви Латвии со своих служений, со своих служителей Daudzas draudzes Latvijā ar saviem dievkalpojumiem un kalpotājiem сделали как статуи образы. ir uztaisījuši kā statujas tēlus. Теперь Исаия, Iesaist tagad в оригинале Ешаягу, 33 глава. oriģinālā Ješa Gaga 33. nodaļa. Устрашились на Ционе грешники, Nobijās Ciānā grēcinieki. трепет объял лицемерных. Liekuļus aptvēra bailes. Кто из нас жить может? Kurš no mums var dzīvot? Огонь пожирающий. Uguns, kas aprī. Кто из нас жить может? Kurš no mums var dzīvot? Дальше из Нового Завета. No jaunās derības. Итак, мы приемля царство непоколебимое, Un mums pieder Dieva valstība. будем хранить благодать, Sargāsim labumu, žēlstību, которую будем служить, kuriem kalposim, благоугодно Богу, dievbijīgi, dievam patīkami.
с благоговением и страхом, ar dievbijību un bailēm. потому что Бог наш Tāpēc, ka mūsu Dievs есть огонь поедающий. ir uguns, kas aprī. Теперь я прочту откровение по поводу этих мест Писания. Tagad es nolasīšu atklāsmi šo rakstvietu iemeslu pēc. Объявленный мною, говорит Господь, пост Pasludinātais gavēnis no manis, saka Dievs, для церквей Латвии Latvijas draudzēm. – это начало судов моей славы для них. Tas ir iesākums, tiesas iesākums, lai pagodinātu И что mani. вы выберете? Un ko jūs izvēlēsieties? Суды, ведущие к милости, Sodus, kas ved pie žēlstības, в покаянии за Израиль grēku nožēlā par Izraēlu и за утраченное водительство Святым Духом. un par iztērēto svētā gara laiku vadību Или суды ярости, vai dusmības sodus, где я сам сойду, kur es pats nonākšu как огонь kā uguns, поедающий. kas aprī. Зачем вам спорить со мной, церкви Латвии, Kāpēc jums jāstrīdās ar mani Latvijas и draugiem не слушать моих пророков? un neklausīt manus praviešus? Если в вашем жестокосердии Jo jūsu cietsirdībā вы забыли, jūs esat piemirsuši, что вы не корень, ka jūs neesat sakne, прилепитесь к Израилю, pielipinieties Izraēlam, и тогда я многих помилую из вас un tad es no jums daudz и пощажу. un apžēlošos. Jā. И вы вкусите присутствие моей шехины. Un jūs baudīsiet manas telts klātbūtni. Амен. Amen. И приближаемся к последнему откровению. Un tuvamies pēdējai atklāsmē Римлянам, romiešiem. 8 глава, 14 стих. 8. nodaļa, 14. pants. Не надо, я тут одно за одним. Ибо все, Jo visi, водимые Духом, kas vadīti no Dieva Božajam. gara, суть сыны Божии. ir Dieva bērni. Галатам 5:16. Galatiešiem 5.16. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Rīkojieties gara vadībā, un jūs nebaudīsiet miesas darbus. Титу 3:5. Titam 3 un 5. Он спас нас Viņš mūs izglāba баней возрождения pirms и обновления Святым Духом. Pirms atzimšanā un svētā gara vadībā. И Тигелим, ну, псалтырь в оригинале, 97-й псалом. 97. psalms oriģinālā. Бог воцарился, Dievs valda. Dievs, возликует земля, lai priecājas zeme. возрадуются многочисленные острова. Daudzas salas priecājās. Туман и мгла Migla окружают его. apņem to. Справедливость и правосудие Taisnība un tiesa – основа трона его. ir viņa troņa pamats. Иоанна 13 глава. Jāņa 13. nodaļa. Итак, если я Господь и Учитель, Un, ja es esmu Dievs un mācītājs, умыл ноги вам, mazgā jums kājas, то и вы должны умывать ноги друг другу. tā arī jums jāmazgā kājas vienam otram. Ибо я дал вам пример, Jo es jums devu piemēru, чтобы и вы делали то же, lai jūs darītu to pašu, что я сделал вам. ko es darīju jums. Милосердие и святости Žēlsirdība un svētums. без водительства моего Святого Духа не бывает. Bez mana svētā gara vadības nemēdz būt. Это то, что я вам читал в начале места Писания. Tas ir tas no iepriekšējām. И когда вы, церкви Латвии, Un kad jūs Latvijas draudzes говорите о единстве и милосердии, runājat par vienotību un žēlstību, собираете ваши симпозиумы savācaties simpozijos savos и продолжаете жить для себя un turpinat dzīvot sev и своих служений, un savus dievkalpojumus, в которых нет меня, kuros nav manis, то для чего это все, скажите мне?
tad sakiet, kam tas viss? Для идолопоклонства ваших сердец, Elgdievībai jūsu sirdīs, которые строят вааловы жертвенники kurus taisa elkupurus для своего господина. savam kungam. И тем вы даете проявиться древним духом, Un tur jūs dodat manifestēties senajam garam, которые ранят вашу же землю. kurš ievaino jūsu pašu zemi. Хотите единства между собой? Gribat vienotību jūsu starpā? Я чуть-чуть остановлюсь. Es drusku apstāšos. Одной из наших сестер недавно там позвонили, написали, пригласили там. Vienai māsai nesen uzrakstīja un uzaicināja. И пригласили на определенный, ну, Un как uzaicināja сказать uz правильно? noteiktu pasākumu. На мероприятие, да. Там к единству призывают и все. Sauc pie vienotības. Но Бог смотрит на все совсем иначе. Bet Dievs uz to skatās pavisam citādāk. И надо понять, для чего приглашают в нашу группу, чтобы там устроить, ну, говорю прямым текстом, определенную веселуху. Un vajag saprast, Там kamdēļ церковную дискотеку или чтобы там еврейские танцы станцевать, музыку пропеть еврейскую. mūsu grupu aicina. Это не говорит о том, что ваши сердца близки к Израилю. Jā, tas neliecina par to, ka jūsu sirds ir tuvu. Я попросил сестру, чтобы она спросила, можно ли там будет высвободить определенное слово, как поведет Святой Дух. Es palūdzu, lai māsa uzjautā, vai būs iespēja atbrīvot vārdu. Вопрос пока остается. Jautājums pagaidām paliek. Будем смотреть и Mēs верим, skatīsimies что un ticam, ka, нас пригласят. ka mūs uzaicinās. Просто, ну, лично мое сердце, я пережил определенную трагедию на Украине. Это очень Personīgi страшно. manā sirdī es pārdzīvoju noteiktu pārdzīvojumu Ukrainā. Tas Я bija знаю, что briesmīgi. такое скорбь и боль. Es zinu, ko nozīmē bēdas, un И у меня очень хорошее отношение к Латвии. man ir ļoti laba attieksme pret Latviju. Это хорошая Tā земля. ir laba zeme. И как и в каждой стране, в ней есть тоже хорошие люди. Un kā katrā zemē šeit ir labi ļaudi, Но Бог хочет просто произвести, bet Dievs vienkārši высвободить atbrīvot свой огонь в ваших церквях, uguni jūsu draudzēs, чтобы вы стали настоящими сосудами Его чести. lai jūs kļūtu par patiesiem Если этого не traukiem, будет, viņa goda traukiem. Ja tas все это nebūs, фальшь, tas ir falšs, виртуальная реальность, virtuālā realitāte, блеф, blefs, показуха. izrāda. Бог хочет покаяния. Dievs grib grēku nožēlu. Хотите единства между собой? Iemācīt vienotību jūsu Научитесь быть слугами друг другу Iemācieties būt kalps viens otram и омывать в сердцах ваших ноги друг другу. un mazgāt jūsu sirds kājas viens otram. Имейте нрав не сребролюбивый, Lai jums ir iemaņas nemīlēt не заботясь о завтрашнем дне. nezudieties par nākošo dienu. Явите скорбь моего сердца. Parādiet manas sirds sāpes. Вы слышите, как Господь глубоко к вам говорит? Он говорит, явите скорбь моего сердца. Jūs dzirdiet, cik Dievs dziļi runā. Viņš saka, ievērojiet manas sirds sāpes. Меня Отец когда-то погрузил в боль и скорбь своего сердца за Израиль. Mani kādreiz Dievs iegremdēja savas sirds sāpēs par Izraēlu. И до сих пор я не могу, всего понять, но это очень серьезно. Un līdz šim brīdim es vēl visu nesaprotu, bet tas ir ļoti И я nopietni. никому из вас не советую просто так, Es nevienam neiesaku vienkārši играть в tā христианство. spēlēt kristietību. Явите скорбь моего сердца Parādiet manas sirds за Израиль в sāpes сердцах par ваших. Izraēlu savās sirdīs. И тогда я явлю Un tad es многим и многим из вас daudziem un daudziem no jums милость свою. savu žēlsirdību. И суды мои не будут страшны для вас. Un mani sodi nebūs Они briesmīgi будут priekš моим jums. огнем очищающей милости для Tas вас. būs mans uguns un attīrīšana un žēlstība priekš jums. Аминь. Amen. И когда Дух Святой давал мне определенные места Писания, я еще увидел в интернете Kad по svētais поводу gars, того, что я искал. man deva tās Высказывание. noteiktas lietas, es redzēju internetā Я его izteikumus. оставил, и я сейчас высвобожу в конце этого послания. Es šī vēstījuma beigās to atbrīvošu. Истинное милосердие и святость Patiesība, žēlsirdība un невозможны nav
nav iespējami без преображающей силы и водительства Святого Духа. bez pārvērtoša Без Него spēka, svētā gara spēka. любые добрые дела Bez viņa jebkuri labie darbi остаются лишь человеческими усилиями. paliek viena cilvēka piepūle. Это то, в принципе, о чем мы сегодня говорим, все время. Tas ir tas, par ko mēs runājam visu Это laiku. очень важное послание. Tas ir ļoti svarīgs vēstījums. Я всем вам желаю мира, Es jums visiem vēlu mieru, добра labumu от Бога, no Dieva, чтобы вы научились жить в Его Духе, lai jūs iemācītos в viņa Его garā, славе, dzīvot viņa пребывать в slavā, присутствии Его шехины. būt viņa telts klātbūtnē. И если вы услышите это послание, Ja jūs dzirdat šo vēstījumu, вы придете к настоящему глубокому покаянию. jūs atnāksiet pie patiesības, Ваши сердца nožēlas, начнут преображаться. un jūsu sirds sāks mainīties. Будьте благословенны. Esiet svētīti, Распространяйте это послание. pavairojot И šo Бог воздаст вам. vēstījumu, un Dievs jums atmaksās. Во имя Ишуа, Царя Славы. Аминь. Iešo vārdā. Amen.